уникальный, гениальный талант поражает воображение не только поэтов и художников, многих моих простых, обыкновенных читателей, друзей, с которыми я общаюсь. Про него можно написать огромные книги. Вот здесь у меня книга «Силезав за юраца». Здесь более 500 великих людей, моих друзей, отражены через мою душевную щедрость. Есть стихотворение, посвященное и Агееву. Агеев тени, гений гений. Гений зене ишлеме хен и гений зене шульген кени колорат везендень шинниге шинни. На русском языке я никак не могу это как-то передать, но дело в том, что именно свыше в него Святой Дух вошел, и те, которые обладают таким божественным даром, они на гора ясного света все новое и новое и новое божественным светом выдают. Ну, примерно вот так. Но на чувашском языке, видишь, и рифмы, и прочие мысли, они не передаваемы. Наш стиль Константин Васильевич Иванов писал в свое время, в начале 1915-10-е годы писал наше произведение. И какое время там было, так сказать, обстановка мировая, чувашская община как жила, и какие были обычаи, мифологии, все это приходится знать. Очень много приходится читать иногда. Вот. Один рукопись будет иногда 400 страниц, а там надо делать всего 2 иллюстрации, 2 штуки. Вот приходится все это прочитать и узнавать, где момент такой характерный, выбрать надо его. Вот такая наша профессия, такая наша работа художника. Организовал в художественном музее выставку, там более чем 100 работ. А в основном выполненные гуашью, небольшие работы 40 на 50 размер. Вот. Они сделаны все последние годы. Нам всегда нас говорили, выставляйте на выставках всегда последние работы, чтобы были последние работы. Это последние работы, что это означает? Это означает достижение художника в своей области. Его итог, его, как говорится, юбилейный итог. Что он достиг, что он знает, какой его рост мастерства и мировидение какое стало уже теперь. Вот. И как он владеет своими художественными материалами, красками, цветами и так далее. Вот. Это все надо показать. Вот. Поэтому я могу прямо так говорить, искусство, изобразительное искусство, там очень много моментов, где научный подход тоже требуется. Научный подход. А что такое материализация красок? Что такое точная передача натуры? Приходится всегда пользоваться натурой, прямо с натурой рисовать, а потом никогда законченные произведения в иллюстрациях полностью выполненные с натурой невозможно. Как иллюстрации считать. Невозможно его печатать. Почему? Потому что это необработанная вещь. Надо художественно его обработать. Вот. Это тоже требует особого знания. Вот. Поэтому я всегда несколько раз переделываю свои работы, переписываю. Вот. И потом краски тоже написаны в свежем виде, новые работы. Они смотрятся совершенно по-другому, а проходит месяц, 2-3, краски изменяются. Вот что же беда, какая беда. Вот это очень трудный момент, когда потом их приходится исправлять. Вот. Небольшое колебание в тоне, цвете, это уже может все портить. Всю иллюстрацию, это, как говорится, на смарку. То есть приходится или переделывать, или вообще порвать эту работу. Вот так приходится работать. Ну, что еще говорить об особенности нашей работы?
абсолютно кристально честный, порядочный человек. С ним очень много беседовал, записывал как бы его разговоры и все. У меня большая подборка. Я думал сначала написать тоже статью, книгу, что-то о его творчестве, но понял, что сходу это не сделаешь. Он большой философ был, и за каждое его произведение, за каждую работу у него очень глубокая философия. И что я могу сказать о его творчестве? Это не просто чувашский художник, не просто выразитель всего как Чувашии или России. Это мировое имя с точки зрения вот искусства, искусства вообще на сегодняшний день. Вот я просто простой вам пример приведу. Почему так я считаю? Когда к ней пришел, сидим, разговариваем, пьем чай. Показывает свои картины. А потом, а как тебе вот эта работа? Поставил? Что-то я посмотрел, вроде незрачная работа такая. Сижу, пью чай, думаю, поглядываю на нее. И вдруг не могу понять. Снимаю очки, протираю глаза. Что такое? Все предметы висят в воздухе. Но он написал картину в 3D. Я не знал, что в живописи такое возможно. Потом через полгода я к нему еще раз пришел. Я смотрю, он мне уже серию таких работ показывает, картины в 3D. Такое ни один художник в мире, ни один живописец такой не сделал. Он сделал. Вот. То есть это величина мировая. И вы должны это понимать. Это не просто Чувашия. Это человек с мировым именем. И именно так его надо и представлять везде. Все, извините. С конца 80-х годов. И вот до последнего дня мы дружили, помогали друг другу. И для меня большая честь быть другом Владимира Ивановича Агеева. Оставаться другом. Да. Уже в памяти. Да. Он меня всегда принимал как друга, я его тоже. И для меня это большая честь. Я очень рад, что вот я с ним встретился. И так получилось, что... много лет, наверное, да, сопровождал? А вот с конца 80-х годов и до последнего дня я всегда был рядом. Понятно. Всегда мы с ним. А у вас есть картины какие? Он подарил вам? Да, конечно, у меня есть дома картины его. Какого плана живопись? Живопись. Один раз мы к нам в деревню поехали за грибами. И он так понравилась наша улица, нашли. И там по приезду нарисовал. И мое лицо там... Мазками, да? Да. Понятно. И я там оказался в этой картине. А так, природа, живопись. Я так думаю, что он все же был гениальный. Величайший художник. Гениальный. Я считаю, что до него, наверное, Миллиона гений. гениальный художник, великий художник. Такого великого человека, Владимира Ивановича Агеева, можно говорить много, даже часами. Я его знал с 1998 года. Это много возраста. Значит, что могу сказать? Человек был наделен Божьим даром от рождения. Таким художником, каким он был, его никакой университет, никакая академия. Он самобытный талант. Да? Он имел профессиональное художественное образование. Художественное училище закончил отлично. Но как он вот это Чудайского района, я Юрий Чудаев, мой литературный псевдоним, благодаря него, как он образно вывел Негея, наш чувашский герой, Пугачевым, он, Негей, воевал с моим родственником, с Тукаем и Лазянка. И он его так хорошо увековечил в памятнике, как черный столб. Это на века остается. И еще кроме этого, он отличался всегда меценатством. Он давил к Красносельскому музею, и я тут деньги вложил 6-7 картин. Он у меня дома, его картины, которые на века мне переживут. Должен 5-6 картин. Ну, что сказать. Человек оставил громадный такой художественный пласт, его будет еще десятилетиями изучать. Ну, его нас не будет хватать. Но второго Агеева может родиться, может, еще через 100 лет. Потому что это штучный художник, который увековечил себя на века. Понятно. Художники, они оставят в своих картинах, этим все сказано. Да.